دوستان در این لحظه از تالار و یکی از استادان و شخصیت هایی که واقعا در صحنه فرهنگی و بیداری ملی کشور ما نقش بسیار زیادی دارند و تا اینجا خیلی زحمت کشیدن و امروزها هم زحمت میکشند. استاد تیمور برقی دعوت میکنیم که سخنان تبریکاتی خود را ارائه بفرمایند. اگر با زبان روسی هم باشد مشکل نیست، تالار میفهمیم. بفرمایید. Дорогие друзья, дорогие соотечественники, братья и сестры, во-первых, хочу поздравить вас от всего сердца, как свидетель и участник этого большого события, двух уже больших событий. Во-первых, 9 сентября 1991 года на площади Ленина, бывшей площади Ленина, я присутствовал там в качестве и как журналиста, и в качестве участника всех этих событий. И у меня была аккредитация в парламенте. Я видел, как происходило это внутри, как коммунистическое большинство препятствовало, не хотело, как под два фактора сыграло. Во-первых, если бы не было давления площади, где собрались и светские силы, и представители Исламской партии Возрождения, где были едины, сегодняшняя декларация о Паймоне просто юридически закрепила то, что появилось явление, которое появилось 9 сентября. Это была победа этого явления, этого Паймона. Сегодняшний Паймон – это, скажем, оформление, юридическое, законное оформление того явления, которое произошло падида, того явления или, скажем, того редкого явления, которое явило свое лицо и свое единение впервые в истории Таджикистана. Светские силы и религиозные объединились ради единственной цели, ради развития, ради будущего Таджикистана, проявили единство. И это был большой праздник для меня. И сегодня тоже большой праздник для меня. И я вот когда сидел, я обратил внимание. Вы видите памятник Исмаила Самани, там стоял памятник Ленина, и реформистские силы, которые потребовали и свергли этот памятник Ленина, Максут Икрамов по просьбе, по требованию реформистских сил привез кран. И мы были свидетелями, кто был там, значит, как это демонтировали и свергли этот символ тоталитаризма. И как на следующий день коммунисты собрали там митинг и объявили гражданскую войну. Это была уже вторая гражданская война, я хочу подчеркнуть. Первая гражданская война, ее можно назвать и гражданской, или войной за независимость, была, начиная с захвата Бухары, штурма Бухары. Это была первая, это отечественная и потом переросшая в гражданскую войну, которая продолжалась 20 лет. И до 30-х годов мой отец был мальчиком, подростком в Бухаре. Он видел, как люди боялись, как коммунисты заставляли сжигать книги, как летели ветром разносимые листы древних ценных книг, будь то религиозные книги, будь то страницы Шахнаме или Хаяма, и народ кастрировали, лишили его духовной памяти, духовного наследства. Война продолжалась до начала 40-х годов, сопротивление советской власти.
тех, кто пришел с красными флагами, тех, кто отменил графику, на которой был написан не только Коран, но написан также и Хаям, и Фирдауси, и Рудаки, и так далее. Людей лишили этого всего. Тысячелетнего багажа людей лишили, народа лишили тысячелетнего багажа. И загнали его в горы, потому что неграмотным народом легче всего управлять, как сказал Бобби Шон, разделять и властвовать, резать ножницами. И поэтому те, которые сегодня давят на меня, и которые, так как Сайфулло Сафаров, как другие представители якобы светской интеллигенции, говорят, почему как ты можешь быть вместе с исламистами, вместе с бородачами и так далее. Это я специально даже бороду отпустил, потому что я такой же, мы братья. Потому что мои деды были басмачами, они воевали за независимость Таджикистана, и мои родители стали сиротами и в Бухаре, и в Кулябе. Я это никогда не забуду. Никогда не забуду, как ломали, как мой отец рассказывал, как в Бухаре летели эти листья, сжигали эти книги, расстреливали людей за то, что у них находили эти книги, не только священные книги, но и книги, литература, и философия, и наука, и так далее, и так далее. И как ломали дом моих предков. И разобрали из этого дома, сделали потом 5-6 домов, значит, Раиси колхоз, председатель парткома, месткома и так далее, по бревнышку, по кирпичику. И землю отняли, и там, значит, поставили ЛЭП, огромное там поле, земля и так далее. И как мои родители рассказывали, как они страдали в детстве, как ничего не разрешали, и как страдали родственники. А сегодня, значит, этот памятник стоит благодаря тому, что мы свергли там, сломали Ленина и сломали ту историю. И после этого они начали реванш, второй красный реванш. Собрали коммунистов, и под красным флагом Рахмон вошел в Душанбе 10 декабря 1992 года. Они воевали под красными флагами. И есть фотографии, есть свидетели живые. И Сангак Сафаров во всеуслышание сказал на 16-й сессии, что мы уничтожим демократическую мразь не только в Таджикистане, но и в России. Это есть, это запись. Значит, они собирались уничтожать, разделять и демократическую мразь, так сказать, и потом, значит, религиозных людей. Они нас разъединяют и уничтожают по отдельности. И те, кто говорят, как ты можешь быть, значит, с исламской партией, они террористы. Я говорю, докажите, давайте сделайте международное расследование. Если у вас есть факты, докажите, убедите меня. Вы же как преступники прячете, значит, проводите закрытые суды без адвокатов, без прессы. Где ваши доказательства? Дорогие мои, так сказать, идеологические противники, которые говорят, что, значит, с исламистами нам не по пути. С кем им по пути тогда? С кем? С бандитами, с Сангаком? Значит, им по пути с этими товарищами, муллами, товарищ муллы, которые в Шартузе реставрируют руку памятника Ленина. Если они говорят, что нелогично, будто я демократ, светский человек, значит, вместе объединяюсь с исламской партией, насколько логично то, что, значит, как если бы евреи восстанавливали памятник Гитлеру в Израиле. Насколько это логично? Пусть они об этом подумают. Значит, я надеюсь, что третий
Третьей гражданской войны не будет. Я считаю, что мы должны сделать все для того, чтобы объединить наше общество и чтобы действительно была достигнута независимость каждой семьи, свобода каждой семьи и развитие каждой семьи. Только тогда будет независимость и свобода и развитие всего Таджикистана. Мы должны научиться быть солидарными и ответственными. Наше таджикское общество, все его части. Только тогда Таджикистан будет свободным и будет развитым и будет преуспевающим. Спасибо.